Конгресс народа Абхазии заявил о своей морально-политической поддержке действий Российской Федерации. Сегодня России не остается ничего другого, кроме как силой защищать свои национальные интересы, говорится в заявлении. Специальная военная операция, проводимая Россией на территории Украины, вызвана продолжающимся после распада СССР продвижением США на восток, которые, превратив Украину в антироссийский плацдарм, вплотную подошли к государственным границам России. Соединенные Штаты Америки отнюдь не скрывают своего стратегического курса, направленного на установление единого центра управления в мире. При этом они не исключают применение военной силы, используя для этого потенциал западноевропейских стран, в том числе и Украину. Им удалось серьезно накалить противостояние между Россией и Западом. В этих условиях России не остается ничего другого, кроме как силой защищать свои национальные интересы. Проводимая Россией военная операция не направлена против Украины и ее народа. По существу война ведется между Россией и США. Каковы будут последствия трагических событий, нетрудно предсказать. Грядущие изменения геополитической ситуации в мире не могут не сказаться и на нас. Важно, чтобы эти изменения не застали нас врасплох. О противостоянии Запада с Россией и корнях этих взаимоотношений рассказал директор ЦСИ Олег Домения. Это идет из глубин веков относительно негативного отношения арийской расы к славянской. Но если на самом-то деле вот то, что сегодня наблюдается, то, что сегодня происходит, это же не только военная, а это информационная, идеологическая, цивилизационная, какую хотите, борьба. Значит, если славяне будут уничтожены, как мечтают Запад, то и Кавказа как такового не будет. Каково наше поведение и наше отношение, когда идет вот такой процесс? Наши предки не ошиблись во время Первой мировой войны. Они поехали воевать на стороне России. Россия, которая упразднила абхазскую государственность. Конгресс народа Абхазии собирается инициировать проведение мирной акции в поддержку действий России. Та операция, специальная операция, которая сегодня проходит на территории Украины, она не направлена против граждан Украины, она не направлена на мирное население городов, районов, поселков, сел. Она направлена в первую очередь на обезумевших людей, националистов, которые давным-давно, в принципе 8 лет, проливают кровь невинных на этой территории. Я, значит, уверен в том, что эта операция завершится скоро. Вот. Мир придет на Украину. Соответственно, и мы, вот, абхазы, мы, граждане, живущие в Абхазии, должны понимать, что дальнейшая наша судьба сегодня решается там. В интернет-пространстве происходит негативное отношение именно к российским военным постам, вот этим всем. Поливают грязью, поливают разными словами. Мне хочется обратиться ко всем людям, чтобы они не допускали такого и не ввязывались в эту информационную войну, потому что на самом деле считаю, что это недопустимо. Недопустимо именно на информационном поле вести такую информационную войну и негативную. Кроме того, на заседании обсуждалось соглашение, инициированное и подготовленное исполкомом Конгресса. Это своего рода документ о согласовании действий депутатов на ближайшие годы пребывания в парламенте. Подписать его может любой кандидат в депутаты 7-го созыва парламента. Мы, ниже подписавшиеся, в случае избрания нас депутатами, решили объединить свои усилия для выполнения ряда первоочередных задач, главными из которых являются: мы внесли сюда 8 пунктов, основные из которых буквально несколько я озвучу. Да, внести поправки в Конституцию Республики Абхазия относительно неприкосновенности и императивного мандата депутата. Также внести поправки в Конституционный закон о выборах депутатов парламента Республики Абхазия. И некоторые другие. Главная цель Конгресса в целом и соглашения в частности – выработка модели будущего парламента с целью преодоления раскола в обществе.
обществе. Разработка предложений по консолидации общества и общественно-политических сил. Поддержка диалога, направленного на мир и гражданское согласие. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.